Верховное главнокомандование СССР и Германии придавали большое значение району Старой Руссы на озере Ильмень. Сталин приказал начать операцию «Полярная звезда» раньше установленного срока 20 февраля 1943 года. Гитлер приказал удерживать район до последнего солдата. Наряду с представителями других народов в 19-й лыжной бригаде было более 700 якутов. Всего на фронтах Великой Отечественной войны воевало 60 тысяч якутян. Погибло более 40 тысяч, в тылу умерло 46 494 человека. 25 якутян стали героями Советского Союза. 5 стали полными кавалерами Ордена Слава. Десятки тысяч участников войны и тружеников тыла награждены орденами и медалями. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края и в историю земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же о них помнить. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил. Тем, кто был сожжен в бухенвальдских печах. Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну. Тем, кто навеки безымянный канул в фашистском плену. Тем, кто ради правого дела сердце было дать готов. Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Же оғым гитард санаммыт санағын мөлттөтіме туппут илигин ыктыма үктеммит сүйөккүн камсатыма туактан да толлума эйека көмүс көрегей битигер алгыстылы беребит. Бу баран сылжарын усталак
оратыгар уаттаак булжа таппатын. Уhuктаак тимир коппотун. Сыттаак жаат сыстыбатын. Иңселээх илиэхэй канымсак өстөөк сижиң сериитин ураты. Карса соқтук кардыылан кииреңин аан өттүттен алжат. Түгек өттүттен жөлөрөт. Үрүт өттүттен үрей. Жа оғым көмүхүн кытаат. Күүтэ бит. Вперед! За Сталина! За Родину! Ура! Улуу агадойду сериитигер, уотунан кытты астамайбытын. Москва, Ленинград инники кирбиитигер, дон көңүнен энөстөөгү утары тохойбутун. Уарат, тыа, манна барыта умайбыта. Колу, толон, бүтүннүүтө хорорбута. Каллаан өңө караара барырбыта. Кара буруу сабарды тарыдыллыбыта. Уардаах өйөн, манна сытыыламмыта. Улага Ырак Сибирден, усталаах улуу Лена эбеттен. Нучалын, Сахалын, эбэннин, татардын, буряттын, чувастын. Элбен субухан кутуллан испиттере, өстөк сүрүн тохута сүрбүттере. Кыз кыяры кыйдааңа кыхаллыбат, ытыллары бургага ымыттыбат. Тибиллери сүүрүкке тимирбет, Сибир тыйы серихиттере, уоту-уотунан умса куласпыттара. Чагылганы-чагылганынан сабадапсызпыттара. Эйеха, кырыжагас ытык илмеңе, элбэхтер эмиске бомбага түбэхеннер. Эңкилең мускар, кахыты калбыттара.
соңуй таптап. Право возложить цветы памятнику матерям, потерявших сыновей на полях сражений Великой Отечественной войны, предоставляется курсантам кадетской школы города Якутска. Мы будем хранить в сердцах благодарную память о каждом. Нам просто необходимо помнить об этом подвиге, о совершивших его людях, чтобы любить нашу страну, учить любить ее наших детей и внуков из поколения в поколение. Мы думаем, что ребята, принявшие участие в этом проекте, открыли для себя новые страницы отечественной истории. Пока мы бережем тех людей, кто создавал наше настоящее, отдавая свои жизни, мы можем думать о будущем и уверенно двигаться вперед. Всем участникам сегодняшнего проекта вручают памятные медали сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Выражаем особую благодарность нашим социальным партнерам за помощь в реализации данного проекта. Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия, министр Владимир Николаевич Прокопенко, окружная администрация города Якутска, межмуниципальное управление МВД России Якутска, общественная организация ветеранов органов внутренних дел города Якутска, учебный центр «Север-Авто», школа номер 27, школа номер 16, Мархинская школа номер 2, Якутская кадетская школа-интернат, Я думаю, что это замечательный проект, участниками которого мы с вами сегодня здесь стали. И мне хочется сказать огромное спасибо, в первую очередь, конечно, детскому подростковому центру, Министерству внутренних дел, общественной организации ветеранов внутренних дел, которые для нас сегодня, наверное, устроили вот этот день, когда можно было и представить, как было трудно на войне. Сегодня перед нами очень быстро, буквально в течение 40 минут, прошло и начало войны, и конец. И страшно подумать, что за этим 1418 дней. Я думаю, что те мальчишки, которые сегодня стали участниками этого проекта на нашем Саисарском озере, представляли себя в том далеком 1943 году, когда 23 февраля 19-я лыжная бригада, в которой было очень много наших земляков, якутян, почти полностью осталась на озере Ильмень. И сегодня мы, вспоминая те трагические события, отдаем дань памяти и дань уважения тем
кто, во-первых, остался там, на Ильмени, тем, кто прошел через всю Великую Отечественную войну и благодаря которым мы сегодня живем в мирное время. И мы сегодня понимаем, что такое мир на земле. Впервые в республике решили провести мероприятие такого формата. Это у нас театрализованная постановка с элементами частично военно-исторической реконструкции событий, которые произошли 23 февраля 1943 года при форсировании озера Ильмень. В мероприятии у нас задействованы школьники города Якутска, детский подростковый клуб, клуб военно-исторической реконструкции РККА. Активную помощь в организации нам оказал пейнтбольный клуб «Комбат» и общественные организации и предприятия города Якутска. Мы представители реконструкторского клуба, 19-я отдельная лыжная бригада. Нас пока мало, конечно, и вот это действие трудно назвать реконструкцией, это пока только постановка. Но упакованных ребят вот тут на самом деле немцы, да мы. В большинстве своем, конечно, массовка это ученики школ. Конечно, они молодцы. Хоть и снаряжение, хоть и деревянные винтовки, но тем не менее, что называется, они показывают класс, они верят в то, что делают. Так что детишки молодцы, и класс постановки зависит не от качества снаряжения, я считаю, а от рвения участников. Мы очень рады, что действительно такие мероприятия есть, что они проводятся, что привлекается внимание к действительно героическому подразделению якутскому, к якутским стрелкам 19-й отдельной лыжной бригаде 36-й армии, которая, к сожалению, практически в полном составе погибла под Старой Руссой. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи